Ислам на Волге появился где-то в VII веке. Скорее всего, его привезли хорезмские торговцы, поскольку это был Великий Шелковый путь, и он шел через Хорезм в Булгары и в Крым, и вот заканчивался как раз в Булгарах-Беляре. И вот они и привнесли этот суннитский ислам. У татар изначально было тенгрианство, то есть вера в единого Бога, а под ним имелось в виду солнце. Это не было язычество в том классическом смысле, как это у нас понимается. Там молились дереву, или сегодня некоторые там вешают ленточки на деревья. Это было монотеизм, то есть Бог был один. Там, конечно, у него жена была Умай, это Луна, но главный Бог был Тенгри. И поэтому татары очень легко перешли от тенгрианства к исламу. У них не было того противоречия, как у арабов, когда шла война у арабов. И отсюда такие жесткие суры, что убивайте язычников, где вы их встретите. Для татар это не было такой необходимости. Отсюда уже был заложен толерантность. И она оказалась в основе, и дальше она развивалась по мере развития татар. И до сих пор вот эта толерантность, она у татар остается. А что касается Ибн Фадлана, это была продуманная миссия, посольство от багдадского халифа. И просьба там заключалась даже не столько там в построении там каменной стены или там мечети каменные и так далее, или просвещение чисто вот такое религиозное, а в международном признании булгарского государства как независимого от хазарского каганата. С тех пор булгары перестали платить дань хазарам, ну и была вот эта поддержка мощного халифата. Они могли опираться на их, влияние, авторитет мировой. Ну и, конечно, быстро вошли вот в культуру исламского мира, которая была самой передовой на то время. А Золотая Орда, она строилась несколько иначе. То есть была яса Чингисхана, это кодекс законов, типа Конституции, так можно сказать, чтобы понятно было сегодня. И по ясе Чингисхана все религии были равны. И более того, не просто равны, но священнослужители освобождались от налогов. Сам Чингисхан считал, что все должны быть верующие, верить должны в своего Бога. Какой бы он ни был, он единственное не терпел атеистов. Потому что атеист не верил в Бога, значит, не верил в законы, которые как бы снизошли с неба. Значит, они были незаконопослушными, и стабильность и управляемость в империи терялась. Эта терпимость, веротерпимость, она, конечно, была гениальная. Это вещь, изобретение, потому что мы видим, в Европе до сих пор не могут к этому прийти, и мир еще к этому не готов. Но у Чингисхана это уже существовало. Но времена менялись, потому что было такое доминирование кочевой культуры, затем возникали города, исламское население увеличивалось, тем более в Поволжье, это уже было булгары, они сильные, такое имели притяжение и значение с этой точки зрения. И понадобилось так, что Узбек-хану, чтобы стать ханом, опираться на это мусульманское население, торговцев, особенно Хорезм, который был авторитетный. И он изменил ясе Чингисхана и сделал исламскую революцию. По сути дела, это довольно жестокое было мероприятие, потому что где-то 70 мурс отказались, сказали, мы следуем тому, что нам осталось от Чингисхана. И мурсы выступили против того, чтобы ислам приняли как государственную религию. Он казнил Узбек-хан, 70 мурс, которые не стали переходить в ислам.
Вот. Ну, а что касается Узбек-хана, конечно, этот период был наиболее успешного развития Золотой Орды, но я не думаю, что это Узбек-хан сделал Золотую Орду такой успешной, потому что до него она строилась, он оказался вот на высоте, и сегодня часто приписывают именно исламу вот этот успех и процветание Золотой Орды. Но я боюсь, что там же и заложены большие противоречия, поскольку шариат очень жестко регламентировал экономическое развитие. Золотая Орда, она подошла вплотную к переходу к капиталистическим отношениям, потому что инфраструктура была замечательной, дороги, города, торговые вот эти центры, вексельное обращение, бумажные деньги. То есть было все. Все, финансовая система была замечательная, одна из самых устойчивых. И дирхем, он стал уже, вот татарский дирхем стал уже международной валютой. И нужен был только один маленький шаг для того, чтобы началась капитализация. Это введение банков, которые бы могли под процент давать деньги на крупные проекты, особенно сельскохозяйственные. Это рисковый капитал, потому что земледелие всегда связано с риском. И отсюда нужны были вот такие преобразования. Генуя и Венеция пошли на это, Папа Римский разрешил, значит, иудеям заниматься банковским делом. Ну, тогда процент был 0,3-0,5% всего лишь, да, там. Сегодня для нас это фантастически звучит, но и Генуя стала родоначальницей капитализма, а в Золотой Орде так они остались следовать шариату. И это, конечно, привело к стагнации и постепенному разрушению экономики. В Российской империи, когда Иван Грозный взял Казань, и затем в течение 15 лет шли восстания, и зачастую они шли под знаменем ислама. Хотя в начале Ивана Грозного не было такого жесткого противостояния. Он же тоже, бабушка у него была татарка, он сам по-татарски говорил, и он где-то еще хранил элементы толерантности, но тем не менее, когда уже восстания возникали, то нужна была идеология, и этой идеологией стал ислам, и она приобрела такую охранительную функцию, то есть сохранить народ, его этничность, его религию, привязка к религии. А в Российской империи постепенно, особенно при Петре, как реформаторе, который терпеть не мог все татарское, и поэтому он реформировал и законодательство, и налоговую систему. Вот. Он смотрел на Запад и не хотел видеть восточных корней. Вот тогда вышел первый указ о христианизации. Ну, при нем особенно это не развелось, но дальше при Павле, при Елизавете христианизация приобрела уже такие масштабы довольно серьезные, продуманные, очень разные, там и экономическое стимулирование, и связанное с военной службой, и с наследием, и так далее, довольно такая система развита. И тогда восстания начались, и опять-таки под лозунгом ислама, причем очень крупные восстания, вплоть до того, что вся Волга вышла из-под управления. И Екатерину II это очень сильно напрягло, поскольку, в общем, государство снова распадалось. И, известные Пугачевские восстания. И после всего этого Екатерина II приняла указ о веротерпимости. Ну и, конечно, мусульмане там были во многих вещах обделенными. То есть православие это было как бы главной религией, главное сословие. Они имели все права. Мусульманам там ограничения вводились и по профессиям. И, например, нельзя было светские татарские учреждения, образовательные учреждения открывать, университеты. Например, так до 17 года, до года революции, так и не было учрежден университет. Хотя это требование было очень такое сильное. Ограничения были по многим вещам. Там
иметь собственность, или нельзя было иметь в подчинении у себя христиан, православных. Элементы шариата разрешались, скажем, только в наследственном праве и в семейном праве. То есть можно было иметь 4 жены, наследство можно было делить не поровну, а там девочкам меньше. Поэтому были такие суды шариатские и светские. Но татары здесь могли выбрать, в каком суде он может судиться. Например, многие татары не хотели отделять девочек, своих дочерей, и они в светском суде определяли, сколько кому положено наследство. Да. Но ближе к 20 веку, конечно, права расширялись, и когда уже экономика начала развиваться активно, то татары быстро встали на ноги. Капитализм, он изменил все, буквально. Всю жизнь. И, по сути дела, нужно говорить здесь и о реформации ислама. Конечно, сегодня это не любят говорить, особенно наши имамы, но это было так. Это неизбежность капитализма. От этого никуда не уйти. В эти дни празднуют 500-летие Лютера. Он тоже, это же неизбежность была отойти от схоластики с тем, чтобы капиталистические отношения могли свободно развиваться. Это все сословное деление прекращалось, все становились равными гражданами. Это было требование капитализма. У татар капитализм вошел быстро и легко распространился, причем настолько, что при том давлении государства даже удивительно, что татары часто с русскими конкурировали. Ведь для русских весь был простор, и они как православные имели больше прав, и у них были и банки, и университеты. Тем не менее, татары во многих сферах конкурировали. Капитализм требовал обучать людей счету, бухгалтерии, географии, языкам. Не только русскому, но и французский язык нужен был, поскольку многие ездили в Европу. И отсюда изменение системы образования. Новометодные медресе, которые вводили светские предметы. Это уже то, что получило название джадидизма. Богословы начинают смотреть иначе. Они вспоминают те слова, который говорил пророк, что каждое столетие будет приходить человек, который изменит отношение к религии. То есть вопрос шел не об основах религии, а о трактовке, потому что многие вещи поменялись, многие взгляды, люди стали иначе жить. Собственно, даже сами смысл слов поменялся, поскольку слова всегда связаны с образом жизни. Да, мы читаем Коран, и вроде те же слова, но смысл уже он совершенно другой, потому что жизнь другая, язык другой, народ другой. И вопрос трактовки всегда оказывается очень важным. Но и самое главное было в том, что ведь при пророке был иджтихад, то есть свободомыслие. Ты мог сам трактовать Коран, ты имел право на высказывание. При капитализме жизнь начала меняться очень быстро. И уже надо было по-новому смотреть на это все. Так что татары стали теми, кто впервые об этом задумался и начал менять взгляды. Началось с Курсави в 1804 году. Это начало реформации у татар. И, конечно, они привнесли новую культуру. По сути дела, татары из народа средневекового стали современной нацией европейского типа. Джадиды – это были самые мудрейшие из всех богословов исламского мира в 20 веке. Там никого рядом невозможно поставить рядом с Марджани, Ризаэддин Фахриддином, тем более Мусой Бегиевым.
хотя там тоже были реформаторы. И у нас изменился сам народ, его культура. Весь ментальность народа стала открытой к другим культурам. Она стала инновационной. То есть вот поиск где-то что-то увидеть новое и привнести в татарскую культуру, это стало чертой вот современных татар. И это очень ценная вещь. Отношение к женщине, даже по сравнению с Кораном, у татар совершенно другое. То есть вот всегда женщины почитались, особенно мать, да, там, и никогда девочек не пытались вот как-то принизить в этой части, хотя Коран там требовал в каких-то моментах, но зачастую татары не следовали этому. Но женщина всегда была влиятельна у татар во все времена. И даже они в политику активно вмешивались. Там Сенбика вообще была такая довольно-таки, не хочу обзываться, но интриганкой, да, которая умела расставлять еще мужчин. И это в Золотой Орде было, там мать Гуюка, которая своего сына поставила великим ханом, вопреки желанию Бату хана, без которого нельзя было это делать. И так далее. Это можно перечислять очень долго. Поэтому у татар, скажем, никогда не было такой привычки закрываться, кутаться в одежду. Вообще, это вот национальная традиция, которую почему-то называют хиджабом. Но это вот так уже пошло, как будто это женская вот такая одежда. Но она была характерна для бедуинов, где песчаные бури были. Да? Это было вполне рационально. Пророк говорил, что одежда не имеет религиозного такого признака. Это все уже придуманные, национальные или и выдуманные там, одежда имамов, когда чалму носят, халат. Это как бы профессиональная одежда там. И не случайно, кстати, у татар девочек, значит, воспитывали образованными. Это была одна из функций Абыстай, это жены муллы, поэтому или в медресе они ходили, или же, если не было возможности ходить в медресе или содержать медресе, просто они у жены муллы обучались. Это было тоже, наверное, только у татар был до революции так, что все девочки были образованы. Образованы более-менее, конечно, но тем не менее что-то могли читать, что-то могли написать, а некоторые довольно-таки хорошо образованные. Вот это удивительное явление, но среди татар была Мухлиса Буби. Она была избрана, причем не один раз, на нескольких съездах мусульманских, казы, судьей, исламским судьей. Причем ее выбирали мужчины тайным голосованием. То есть это они признавали ее уровень знаний такой, что она достойна была быть казы. У других народов исламских такого не было. И ислам изначально предназначался для того, чтобы арабов вывести из состояния дикости в какое-то цивилизованное состояние. То есть, если вот так попроще сказать, у арабов даже было принято девочек закапывать в песок, поскольку считалось, что это мальчики – это гордость, а девочки – это позор. Это прятали, этого стыдились. И, конечно, это были племена, которые бродили по пустыне, и ислам их совершенно изменил. Возникло новое общество, которое стало самым передовым на то время. Поэтому и назначение ислама, оно так и остается, делать людей прогрессивными. Такая задача остается и сегодня, скажем, для республики. Республика инновационная, она везде так позиционируется. Что-то в исламе остается на века, но что-то меняется. И это менялось в разные времена. Это было и при Абу Ханифе, который, хотя это X век, но он говорил, что времена изменились, и я не могу просто следовать тому, что говорил пророк. Но и дальше средние века прошли, и опять менялся ислам. И сегодня он должен и это иметь в виду. Как пророк говорил, что я каждые 100 лет вам буду присылать человека для реформирования ислама. Ислам, он неоднороден. Хотя, говорят все, ислам единый, но мы же видим, что ислам
В Саудовской Аравии один, а в Иране совсем другой. Есть разные мазхабы. Сегодня идет война между мусульманами. И каждая сторона говорит, он воюет с теми мусульманами, потому что они не настоящие. Мы не можем сказать, вот ислам и все. Мы должны сказать, какой ислам. Вот. И если это джадидизм, реформированный ислам, для меня он как раз это характеризует новую эпоху, которая движется к обновлению, движется вперед, развивается быстро. И это наше преимущество, если мы будем этот ислам, который нам достался от богословов, джадидов XX века, хранить и дальше продолжать. Потому что, когда начинают говорить, вот настоящий ислам на Востоке, да, там в Саудовской Аравии, или в Сирии наши учились многие, в Йемене, в Ираке, да, учились. Но мы сегодня видим, в каком они состоянии. Чему же они учились? Если Аль-Азгар, говорят, лучший университет. Но я сам видел своими глазами, как шакирды поджигали экономический факультет этого Аль-Азгара, да? Чему же они учились? Если там идут войны, то какие же они мусульмане? Ведь это запрещено. Мусульманина убивать мусульманина. Но для меня ислам – это вот открытость и поиск нового. Как пророк говорил, ищи знания, даже если тебе для этого понадобится ехать в Китай. Он говорил, что вот ради науки, заниматься наукой – это важнее, чем 77 молитв. Это ты должен привносить что-то новое в это общество. Вот в чем предназначение было ислама изначально – делать людей прогрессивными. Что там нового открывает? Что миру дает исламский мир сегодня, кроме войны? Что он привносит? Мы, по крайней мере, производим вот вертолеты, да, КАМАЗы. Мы их продаем в Эмираты, в Египет, они у нас покупают. То есть мы продвинутые, а они клянут Запад и при этом пользуются мобильником, летают на Боинге и предпочитают Мерседес, да? Вот. А что тогда он привносит сегодня тот ислам, который? Если он не обновляется, то тогда он тормоз. Тогда это просто возврат к Средневековью. И это неприемлемо. Есть такая вещь, как нововведение, против которого многие выступают, говорят, что вот ислам трогать нельзя, он канонизирован и так далее. Но это понимание возникло после XII века, когда сказали, что все изучено, все известно, больше ничего нового вносить не надо, что все уже ученый мир весь исламский, он все определился, истина навечно застыла. То есть исследовать надо таклиду, вот трактовки уже тех трудов, которые были написаны. Ведь там очень ясно сказано и в Коране, что значит, надо тянуться к знаниям, да, что гибадат, поклонение, это не просто намаз, это ты должен служить, причем через знание, через поиск знания, а это обновление, хочешь не хочешь. Но какие-то основы, они сохраняются неизменными.